Москвичка, мать 5 детей Оксана Черникова даже представить себе не могла, что станет жертвой мошенников. Так тщательно она проверяла все документы, изучала сайт и чеки. Отдых с супругом и детьми планировали на июль. Путевки искали заранее. Зашла на сайт, я в ПСОУ уже была, поэтому хотела именно туда, забила вот ПСОУ и сразу на первой строке Яндекса выскочила страничка, официальный сайт, достаточно прям вот качественная страничка, и сомнений даже не возникло, что это не так, потому что я там была, и в принципе все сходилось, и мне прислали счет, когда я забронировала, и я его оплатила, 75 тысяч, потом решили продлить на 4 дня, подумали, сможем, и я им еще запрос сделала на 4 дня, и мне выставили счет уже на другое ООО, то есть там было ООО ПСОУ, а потом был ООО «Инвесткапитал». Я так засомневалась, но все-таки оплатила. Думаю, ну, я набрала, они говорят, ничего страшного, у нас директоров много, это меняется. В общем, ну, как-то так убедили меня, но уже червяк сомнения был, и я начала копать. Настоящие контакты пансионата ПСОУ Оксана в интернете так и не нашла. Зато обнаружила группу, в которой объединились люди, купившие туры в Абхазию у мошенников. Изначально в ней было 50 человек, сейчас более 600, и с каждым днем все больше. Свои путевки Оксана оплатила повторно. Отпуск у семьи Черниковых начнется 16 июля. А пока она прилетела в Абхазию с 3 детьми, чтобы помогать гильдии ательеров и Союзу туризма размещать обманутых туристов. Сейчас нас приютил, и прямо спасибо огромное, Сергей Донцов с Аквамарина. Мы там живем бесплатно и кормимся, и, в общем, вообще полностью все на нем. Наверное, вот я вот буквально вчера заселила вот в гостевой дом в Пицунде на Фабричной 3. Вот Шазина, хозяйка, приняла 5 семей, вот прям сразу 5 семей, поэтому вот прям, ну как не удивляться. А потом в Сухуми, в пансионате «Страна души» Эрцах, он принял, наверное, ну, может, семей 7, наверное, сразу же. То есть и готов еще принять, потому что у него 10-й этаж, а там уже и с 8-го откликнулись, и ниже. В общем, ну, многие принимают. Интервью с Оксаной мы записывали в Сухумском обезьяньем питомнике. Альдона Салакая, заведующая экскурсионным отделом, увидев камеру, подошла узнать, что мы снимаем. А узнав, предложила обманутым туристам бесплатную экскурсию в обезьяний питомник. Конечно, мы по соцсетям уже знали об этой информации, знали по Первому каналу. И, конечно, нас огорчило это престиж не только гостиниц и санаторий, которые принимали людей, под их именем были обмануты. Конечно, это престиж всей Абхазии был подорван. Решили поддержать обманутых людей, провести такой день благотворительности, акцию, провести экскурсию для этих людей бесплатно на территории нашего питомника, то есть на территории научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии. ВКонтакте в группе пострадавших десятки благодарных отзывов за безвозмездное размещение в Абхазии. Васильевы и Подшиваловы, 2 семьи из Волгограда, сейчас бесплатно отдыхают в Новом Афоне в гостевом доме Дмитрия Лазба. Еще 3 семьи отдыхают в Пицунде в гостевом доме у Александры, им оказали радушный прием. Мы группа туристов из России. У нас 3 семьи с детьми. Мы оказались в числе пострадавших от мошенников и купившие уже путевки в один из пансионатов Абхазии. Несмотря на все переживания, мы все же оказались в Абхазии на отдыхе. Нас радушно приняла семья Тимура Шизи и бесплатно разместила в своем гостевом доме. Нам здесь очень нравится, тихий, спокойный отдых. Дети находят здесь массу занятий для себя. Мы выражаем благодарность активистам группы ВКонтакте, гильдии ательеров Абхазии в лице Игоря Жигуна за нелегкий труд и терпение, а также всем неравнодушным людям, которые принимают у себя потерпевшие от мошенников семьи. Мы желаем вам мира и процветания. Спасибо всем. Спасибо всем. Пансионат «Колхида» в Старой Гагре в данный момент принимает 3 семьи из Воронежа, Архангельска и Москвы. Сегодня обращаюсь со словами благодарности, находясь в прекрасной стране Абхазии, в которую мы попали по чистой случайности, так как хотели отдохнуть здесь первый раз, но попали на сайт мошенников. Мы отдыхаем в отеле «Колхида» в Старой Гагре. Замечательный отель, вернее пансионат, который находится в горах, но рядом с морем. То есть вот сзади меня вы видите вот вид, который у нас открывается с окна балкона
очень красивый. Сейчас я нахожусь здесь только благодаря председателю гильдии ательеров Игорю Жигуну и девочкам, которые стали нашими координаторами во всех наших поступках, во всех наших шагах, провели нас от начала и до конца именно к этому нашему отдыху. Но я не знаю, слова благодарности действительно безмерны к людям, которые отозвались, к людям, которые приняли нас здесь, к людям, которые не оставили нас в беде. И хочу сказать большую признательность Игорю Жигуну, Наталье Полякова, Ксении. Это все те люди, которые вели меня до конца прибытия, предоставили нам замечательный номер для моей семьи, нас всего было 5 человек, все было очень хорошо, все было вовремя, нам все объяснили, все рассказали, что, как делать. Дмитрий Кузьмичев из Иваново проводит отпуск с семьей в пансионате «Лагуна» в поселке Цандрыпш, недалеко от российско-абхазской границы. Благодарит добрый, отзывчивый персонал, который вошел в положение пострадавших. Питание вкусное, порции большие, до моря 2-3 минуты, пляж чистый. Но самое главное в этой истории, пишет Дмитрий, искреннее человеческое отношение к пострадавшим от мошенников. Чувствуется кавказское гостеприимство. Амалия со своими родителями и 2 детьми тоже отдыхает в «Лагуне». Заплатила за путевку через интернет в пансионат Псоу. Ну, как все уже знают, это были мошенники. В итоге нас разместили в пансионат «Лагуна». Что могу сказать? Спасибо большое всем организаторам, кто причастен к нашему размещению. Спасибо за моральную, за физическую помощь. Она неоценима. Пансионат «Лагуна» мне очень понравился. Очень красивая территория, огромная, 2 или 3 футбольных поля, красивый дендрарий, деревья разнообразные. Питание здесь 3-разовое, кормят как дома, очень вкусно, все полезно, все свежее. Море рядом, совсем рядом, даже с нашей комнаты видно, кто купается. Спасибо вам большое всем еще раз. Таких отзывов десятки. Списки пострадавших и готовых оказать бесплатную помощь создают в гильдии ательеров Абхазии под руководством Игоря Жигуна и в Абхазском союзе туризма под руководством Анны Калягиной. Помощь им оказывает Оксана Черникова, которая специально для этого приехала в Абхазию. На сегодняшний момент мы уже расселили около 100 семей. То есть 100 семей – это, считая, мама, папа, ребенок минимум. Хочется сказать большое спасибо ательерам и всем, кто работает в туристическом бизнесе Абхазии. Откликов очень много, отклики все очень добрые, хорошие, положительные. У нас предложения в июне поступили от 74 гостевых домов, гостиниц, отелей Абхазии с тем, что они согласны принять пострадавших от мошенников россиян у себя и готовы их принимать, пока у них не начнется уже полное заселение. Некоторые из обманутых россиян решили проблемы с размещением за свой счет. Другие предпочли принять помощь и отдохнуть там, где принимают бесплатно. Но уже сейчас в списке на июль-август слишком много семей. Разместить бесплатно столько туристов при всем желании Абхазия вряд ли сможет. У нас есть на июль-август еще около 300 семей. Мы бы хотели обратиться прежде всего к отелям, гостиницам, частному сектору, которые могли бы принять на этот промежуток времени. У нас есть такой пример, когда гостиница готова принять людей, и туристы, те, которые пострадали, они могут заплатить деньги. Конечно, не большую сумму, но они понимают, они прекрасно осознают, что июль-август такой месяц, что они просто нигде не отдохнут. Значит, у нас уже есть такой опыт. Они доплачивают 700 рублей за питание и рублей 200-300 они доплачивают за питание, за проживание, то есть компенсируют уход за ними на территории, да, получается где-то 1000 рублей с человека.
Владельцы пансионатов, санаториев и домов отдыха, готовые бесплатно предоставить номера или рассмотреть возможность приема таких туристов со скидкой, могут связаться с Оксаной Черниковой, которая формирует списки пострадавших по телефону 716 48 48, либо обратиться в гильдию ательеров или Союз туризма Абхазии. Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.